Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Эли Коэн откроет посольство Израиля в Ашхабаде, Fly-Dubai увеличила частоту рейсов между Дубаем и Ашхабадом, в Ашхабаде открылась Международная олимпиада по информатике и другие новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Ашхабад для открытия посольства. Об этом он написал в своем твиттер, добавив, что отношения с Туркменистаном имеют большое значение. Сегодня в рамках визита в Туркменистан Коэн совершит ряд встреч с официальными лицами страны. Авиакомпания Fly-Dubai до 3 раз в неделю увеличила частоту рейсов между Дубаем и Ашхабадом. В расписание с 17 апреля добавлены рейсы, выполняемые по понедельникам, средам и пятницам. В мае в столицу Туркменистана частота полетов увеличится до 4 рейсов в неделю. Билеты есть в продаже на официальном сайте авиакомпании. В Ашхабаде на базе Международного университета нефти и газа имени Акшигельды Какаева стартовала первая международная открытая интернет-олимпиада по информатике. В Олимпиаде принимают участие более 450 студентов из 50 высших учебных заведений со всего мира. Имена победителей международного интеллектуального состязания будут объявлены после подведения итогов. 22 апреля в киноконцертном зале «Ватан» состоится концерт «Магия Востока», подготовленный музыкантами оркестра Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Ашхабадцы и гости столицы смогут посетить концерт в 17:00 и 19:00. 22 апреля с 12:00 до 14:00 в парке Ашхабад пройдут мастер-классы для детей по случаю празднования Дня Земли. Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков, спортивных соревнованиях, мастер-классах по гончарному делу, посадке цветов, рисованию мелом на асфальте, а также в мероприятиях Общества Красного Полумесяца и Яшты-Бегатчи. Катар упростил получение виз через интернет. Все визы теперь можно оформить через сайт Хайя, который до этого использовался для регистрации болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Для оформления визы в Катар на сайт Хайя нужно будет загрузить документы и оплатить пошлину. Таким образом, оформление визы займет не более 48 часов. Власти Италии планируют серьезно ужесточить наказание за вандализм и порчу памятников старины. В парламент страны от Министерства культуры Италии поступил соответствующий законопроект. В случае его принятия штрафы за такое поведение будут исчисляться в пятизначных цифрах от 10 до 60 тысяч евро. Также вандалам грозит и уголовная ответственность. Сборная Туркменистана по хоккею выиграла матч чемпионата мира в 3-м дивизионе группы А против команды Люксембурга. Встреча прошла в среду в Кейптауне и завершилась со счетом 4-1. Заброшенными шайбами в составе сборной Туркменистана отметились Арслан Нуриев, Павел Барковский, Арслан Гильдемурадов и Давлет Хыдыров. Сборная Туркменистана на чемпионате мира в ЮАР провела 2 матча. Ранее она уступила южноафриканцам. 20 апреля подопечные Байрама Алаярова сыграют с Таиландом и завершат турнир 23 апреля матчем с Тайванем. Миланский Интер сыграл в ничью с португальской Бенфикой в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе Сан-Сиро и завершилась со счетом 3-3. В другом матче игрового дня Манчестер Сити на выезде сыграл в ничью с Баварией. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 1-1. По итоге двухматчевых противостояний в полуфинал вышли Манчестер Сити и Интер. В полуфиналах они сыграют с Реалом и Миланом соответственно. Первые полуфинальные встречи пройдут 9 и 10 мая. Ответные поединки за выход в финал планируется провести 16 и 17 мая. Решающий поединок главного клубного турнира состоится 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Золотую медаль завоевал туркменский спортсмен Имран Ахундов на открытом турнире Азиатской федерации тенниса среди игроков до 14 лет в городе Душанбе. Награды высшей пробы Ахундов удостоился в парном разряде, выступая в тандеме со спортсменом из Пакистана. Ахундов является воспитанником Академии тенниса Ашхабад, где занимается любимым видом спорта под руководством главного тренера Мирали Гасанова. Футбольный клуб «Акрон», за который выступает уроженец города Байрам-Али Джамаледин Хаджиньязов, обыграл московский «Спартак» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу. Встреча прошла в Жигулевске и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев поля. По итогам матча «Акрон» вышел в первый этап финала пути регионов Кубка России, а «Спартак» вылетел с турнира.
Соперником Акрона по первому этапу финала Пути регионов станет Краснодар. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Туркменпортал поздравляет вас с наступающим праздником Ораза Байрамы, знаменующим окончание поста месяца Рамадан. Пусть Всевышний примет ваше поклонение в этот священный месяц и воздаст многократные награды и прощением грехов.